После 6-й свадьбы или 7-й свадьбы у меня нот сгорел. А переоцененные есть, на твой взгляд? Амара Микаэли. Ты каждый год обещаешь, что порвешь мне. Я заряженный, прям готов рвать. Ты платишь жене за съемки? Я купил iPhone, купил MacBook. Хороший муж, походу, я. Кто ты по национальности? А ты? Какой национальности, скажи-ка нам? А ты носишь нож? В прошлом году 3 ножика было у меня в машине. Мы в прошлом году в мае улетели в Японию снимать. Никто не был в Японии, оказывается. Такие: о, ты что, в автомане, да? Что там? Ну, что там, скажи, там нормально, да? Нормально, да? Говорю, уже 1000 подписчиков. В то время за один день 1000 подписчиков, это было вообще нонсенс. Ну, Я конечно. проебал ДКХ момент самого важного части в их жизни. И вот начало успеха моего ДКХ. Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым видеографом Айханом Павловым. Привет. И хотелось бы сказать огромное спасибо студии «Пространство» и отдельно Алексею Павлову за предоставленную студию и оборудование. Айхан, привет. Еще раз привет. Расскажи о себе, как ты начинал свой путь в видеографии. Это было 2019 год. Угу. В тот момент я просто такой сижу, даже, в гараже даже. Мы ремонтировали КамАЗ, короче, с братом. И заходит такой чувак. Что, здорово, пацан, здорово. Короче, пацаны, я вчера был в городе, там была свадьба. И я подошел к фотографу, сказал, и спросил, сколько зарабатываешь? Он сказал, типа, 25К. Он такой, ема, 25К за один день. Такой, ну дай. И я такой лежу и ремонтирую. Что, серьезно, что ли? Да, Игорь. Я такой думаю, вечером приехал домой, лег спать, думаю, бля, что? Можешь купить камеру? Я же, типа, умею снимать, думал. Ты настройки все эти знал? Вообще не знал. Я, типа, снимал в то время на авторежим. Просто подошел, снял, ушел и все, как бы, да. Ну, умел. Типа, хоть там, рек нажал, монтировал, пример знаю, типа, такого. И вот, просыпаюсь утром. У меня в то время бабок вообще не было. Угу. Я в Барагонцах, в селе. А, ты там жил? Ага. Думал такой, откуда достать бабки? Зашел в Альфа-банк. Это реклама. Это не реклама Альфа-банка. Короче, зашел, отправил заявку на кредитную карту, и мне сразу, бом, 75К на карту, типа, упали. Я такой сразу, что купить-то такое? Зашел в YouTube, там, самые там бюджетные камеры, какой можно купить, там, 50 кадров в секунду, на что снимает свадьба, такой зашел, и нашел самый оптимальный вариант. Canon 200D. У тебя же Fuji был первый, нет? Не-не, мой первый был Canon. Такой маленький, вообще старенький, пластмассовый. Он, по-моему, стоил в пределах 35К, по-моему. Купил его, купил штатив, купил петличку, купил нефтиму, купил слайдер, купил. Зачем? Я не знаю, короче. Ты знаешь, что слайдер? Да. Я думал, типа, приду, новичок со слайдером, типа, всех удивлю, думал, нет, я им вообще не пользовался. Вообще. А он сейчас есть? Я его продал. Так и не пользовался. Вот, купил что-то там, чехлы купил и все такое. Зашел в город, купил камеру. И потом подъехал к Ячменю, к нему. Типа, здорово, я Айхан. Я знаю, что он, типа, снимает видео. Че, как думаешь? Вы как знакомы тебе? были? Ну, типа, да. Нет, да, мы не были знакомы. Не вот, я такой, весь заряжен, такой, здорово, такой, у тебя что, у тебя Сёнка? А у меня вот Canon вот новая, без пленки, короче. Вот. И потом пишу Бочкару. В то время я с ним знаком. Вов. Сунтарова знаю в то время. Еще знаю Джуда Ита знаю. Максу знаю, И им пишу, типа, здорово, пацаны, что, помогите, типа, как начать, туда-сюда. И Бочкар такой, давай, что, поехали со мной на одну свадьбу. На 2 свадьбы даже, было. Вот я ему сегодня, кстати, писал. И спрашивал, ты же позвал Айхана? Ну вот, короче, он позвал меня с собой. Я такой, давай я им сниму просто, бесплатно, один раз, типа. Давай, что такое? Они согласились, поехали. И сразу такой момент был, что я не был готов вообще снимать свадьбы. Я вообще не знал ничего. Вообще не знал. Толком. Я знал, что есть свадьбы. Я знал, свадебные видеографы типа знал. И все как бы. Подошел, посмотрел, вижу, как Бочкар снимает. Тоже за ним все это, как сказать, копипастил. И как бы все получалось. Сделал секунд на 30 ролик. Вторая свадьба. Поехал, сделал. А ты весь день прям банкет тоже снимал? Вот это я не помню, кстати, не помню. По-моему, с утра и до банкета снимал. Что-то такое было. И вот приехал домой, смонтировал. Вообще кайф было. Типа такой уже знаю, что такое ISO, диафрагма, выдержка, да, получается.
Снял такой, подъехал домой, поставил музыку красивую, красивый кадр, слоумо. И бас такой, о, нифига, что-то получается, типа думаю. Пошел на вторую свадьбу, сделал ролик, снял то же самое, отдал, и все довольны. Прям, о, кайф словил. Типа... А ты за деньги снял? Бесплатно. Тоже бесплатно? Ага. Ну, типа, людям нравится, оказывается. Выпустил на Инстаграм. Угу. Еще в то время был Таргет, помнишь? В 2015 году. Он еще был, да. И я взял Таргет на рублей 1500, по-моему, и выставил туда, и бум. Я, по-моему, начал это в феврале месяце. 2019 году, ага. Февраль месяц, выгрузил, Таргет, и все. Апрель полный, июнь полуполный, июль полуполный, август полный. А прайс сколько был? Прайс был, сперва был 15 была. Когда 15 тысяч, это полный день. Потом, когда 3 даты забронировали, я сразу поднял прайс. До 20. До 25 поднял сразу. Бум. И вот, короче, первый год снимаю на Canon 200D, китовый объектив, без ничего и без таба. И вот начало успеха моего DKH, как маленького. А тяжело было вначале, когда всем видеографы давили, чтобы ты поднял цену? Сперва, знаешь, я не знал, что есть такая, типа, индустрия ваша, типа, общий прайс, может быть, да, типа, средний прайс, вот, не знал об этом. Просто подумал, 25 норма, думал. Тем более я новичок, снимаю на Canon, без таба, без ничего, и что еще, чего-то у меня не было. Еще коптер был, кстати. Это был мой большой маркетинговый ход был. 25К, новичок и с коптером. И, по-моему, благодаря этому коптеру меня брали на, большинство молодежен. Вот. Потом работаю, новичок, и откуда-то со стороны, приходят служки, что надо Айхана поднять прайс, вроде он хорошо снимает, новичок и так далее. А я в ответ говорил, типа, не, ребят, не могу, типа, у меня камера Canon 200D, обычная камера, у пацанов там уже Sony, там Mark II был, по-моему, 3 был уже. И как-то отказывал ехать. И все, как бы. В следующем году я поднял прайс, в 2020 году уже на 10 тысяч. Получается, 35 тысяч было уже. Это была норма, походу. И все. Пока все. А ты резко вот так ворвался, взял много свадеб, хайповал, и тяжело ли было по срокам? Знаешь, ты много очень взял, не успевал ли ты? Да, знаешь, вот такой был момент, что я думал, это норма, типа, каждую неделю по 2 свадьбы, я думаю, это норма для вас. И я июнь, июль, август, вот апрель, сентябрь, каждую неделю у меня было по пятницам, по субботам свадьба была. В то время, когда первый год. Вот. Думал, это норма. И отдавал я в то время, нормально так я отдавал, кстати. Успевал? А у тебя сколько был срок тогда? Месяц. Месяц? Да. Это клип? Клип и склейка банкета. Склейка банкета, да. Еще был фильм же. А фильм вот как ты отдал? Я вот не знаю. Первый год я заряженный, прям готов рвать этот рынок свадебной видеографии. И прям домой приходил, монтировал вообще всегда, жестко. Да? Свободное время не было. Да, вообще не было свободного времени. Я приходил домой, такой, привет, заработал денег, там туда-сюда, я заряженный, у меня бабки есть, все, давай я буду монтировать, не мешайте мне. Работал жестко. По-моему, после 6-й свадьбы или 7-й свадьбы у меня ноут сгорел. Сгорел, реально, говорю, пух. А ты СДЕ тогда не делал? СДЕ не делал. Шучу, делал. Делал? Даже в первый Сразу год, после 2-го месяца уже начал делать. Ничего себе. Да. Вот, и как раз после первого СДИ я заработал на стаб первый свой. Как назывался, я забыл уже. Жиюн. Мозакрейн. Что-то такое я забыл уже. Вот. Первый год был очень сложный был для меня. Заработал, кстати, да, неплохо. Для новичка вообще с Canon это примерно... Я даже считал, по-моему, то ли 800-700к заработал за сезон. Вообще нормально, да, по идее? Вот, и подумал, как бы уже уровень надо поднять, картинку поднять. Но я в то время уже знал, чувствовал, что картинка не та. Смотрел, как что-то надо новое. И купил себе Fuji X-T3. Вообще шикарная камера. У нас мало кто снимает на Fuji. Ага. Взял его. Стас снимает, да, Григорий? По-моему, да, Стас снимает. Снимает. Вот, я купил с китовым объективом
28-50 или 60 было, не помню. Дырка у него 2,84, ну, кто... Обычная камера. Ой, обычный объектив. И на нем работал 2 года с половиной, по-моему. Ничего не менял. Вообще картинка сочная. А сейчас перешел на Sony. Соника, она более такая детализованная, гибкая, можно сказать даже. Фокус хороший. А с той камерой что сделал с Fuji? Продал? Кому? Я не знаю. Взяли такой, все, пришли, купили. Даже не успел попрощаться с камерой. У меня, по идее, есть, типа, традиция прощаться с камерой. Как? Ну, типа, что, все, братан, отработали, хорошие пути там. Целуин. Да. Вот, короче, Canon я так продал. Жалко было продавать. Просто я мог его, по идее, оставить. Типа, это моя первая камера, заработал почти лям на нем. Мог бы оставить, но нет, что-то я бы его продал, неправильно было. С фузичком то же самое. Вот, с фузичком вообще 5 минут, типа, здравствуйте, покажите. Ага, беру. И ушли, короче, вот. Сейчас ты снимаешь все направления. Какое основное? И расскажи про каждое из направлений. В этом году перемены очень большие у меня. Вообще глобально. А вот в прошлом году у меня основная работа была свадьбы, да. Только свадьбы. Свадьбы и местами брал заказы, рекламу. Ну, чтоб как бы... Одно и то же снимать очень трудно для меня. И вот потолок нашел. Конечно, можно развиться, но снимать свадьбы для меня постоянно, это вот... Сижу, думаю, я не могу. Такая мысль. Я хочу что-то новое, другое еще, что-то открывать для себя. Начал снимать свадьбы. Ой, рекламы, влоги, подкасты. Что-то такое, да, интересно дает. А в этом году глобальная перемена. Я стал работать с компанией «Автомания» теперь. С ними постоянно вот выезды в Китай, в Японию, во Владивосток. Ну и свадьбу я оставил все равно. Буду брать в месяц 2-3 свадьбы. Основное направление сейчас это свадьба или автомания? Сейчас в этом году уже автомания. Полностью перешел туда. А рекламы ты снимаешь до сих пор? Рекламу, ну, вот недавно снимал. Просто от любопытства, можно сказать. Я сидел и типа, что-то хочется. И заказ как раз зашел. Ну вот пошел, снял. Как раз неплохо получилось. Тебе нужно разнообразие, да? Да, ага. Я вот не могу. Вот, знаешь что? Я, по идее, учился на экономиста, на налоговика. Во, правильно будет. Потом, после учебы, я пошел работать микрозайм. Не мое. Пошел работать баристой. Не мое. Барменом был. Поваром был. Грузчиком был. Не мое. Потом вот операторство. И как будто я привык к этому динамичному, типа, что-то надо движение. Да, ага, менять. Типа такое мне нравится более. Поэтому постоянно ищу что-то новое. Вот. Вернемся к автомании. Давай. И вот ты летал в Японию, в Китай, постоянно летаете во Владивосток. Расскажи про поездки. Например, про Японию. Как там было, что там было? Мы в прошлом году в мае улетели в Японию снимать. Как раз, по-моему, в то время и открылась Япония для туристов, типа такое было. Улетели. И когда я спрашивал людей, как в Японии там, типа спрашивал, никто не был в Японии, оказывается, среди якутян, наших друзей. Прилетели, и нашей основной задачей была купить машину в аукционе самим с кнопки. Это была наша первостепенная задача. И сколько вы там были? Мы были 3 недели были в Японии. Чтобы купить одну машину? Ну, как бы да, ну и как бы нет. Были другие направления, но это была первостепенная задача. Вторая была посетить Японию, посмотреть все тачки, посмотреть музей Тойоты и встретиться с нашими бизнес-партнерами. Вот так было. Да. Ну и моя задача была снимать влоги. Как все происходит, как мы прилетели в Японию, как там, что там, с кем там. И культура Японии сама очень красивая. Чтобы это все передать, надо красиво снять, так сказать. Тебе понравилось-то? Вообще шикарно. Я точно поеду еще раз. А Китай? В Китай я не поеду. Полечу, конечно. Но там не так, как в Японии. Просто уровень уже такой, понимаешь, Япония, Китай, это уже совсем другой. В Китае, в Харбине, да, были? Да, в Харбине были, да, только там. А там тоже... Там какая цель была? Я просто пока мельком смотрел вот эти влоги. В Китае мы были купить тачки и как сказать, перегнать, да, в Якутию. Даже не в Якутию. Были покупатели из других городов, были, кстати. Вот.
А ты тоже снимал вот это? Ты там каждый день снимаешь? Нет. Вот прям. Нет? Не прям каждый день. Именно в Китае? Нет, вообще вот в Японии, в Китае. Ну да, каждый день. Каждый день. Вот И как просыпаюсь. успеваешь монтировать? Ночью? Это хардкор. Монтировал ночью, монтировал в тачке, когда-то ехали в другой город, допустим, да, в поезде, в самолете самом монтировал. Везде. А Когда ты спать успеваешь, сколько спишь в день? часов, 6-7. Ну вот именно в этих поездках. Ну, нормально, хватало. Да? Ну, зато Япония, Китай, А тебе все оплачивает? Конечно, И еще зарплату платят? конечно. Сколько? Вот все спрашивают, прям все спрашивают, такие, о, ты что, в автомане, да? Что там? Ну, что там, скажи, там нормально, да? Нормально, да? Я такой, ну, нормально, что там скрывать-то, да? А ты сейчас вообще в их составе уже? Да, полноценно. Я уже у них в офисе работаю, полноценно уже, как сотрудник. Благодаря ним я в тачках хорошо разбираюсь. Мгм. А ты не купил в автомане тачку? Сидит такой, спрашивает. Расскажи примерно, как проходит день в поездке. Один день. Там? Да, Япония, Китай, Владик, без разницы. Ну, один день примерно. Давай возьмем, самые были такие съемки были в Японии, поэтому давай возьмем пример оттуда. Мгм. Пойдем. Давай еще Во скажу, сколько? что мы были с Геликс Максом еще были в то время. Он просыпался в 5 утра, а мы в 8. Он просыпался, помылся, ушел. Все. А, он не с вами, да? Он типа был с нами и как бы параллельно тоже не был с нами. Он везде был. Вот так было. Мы просыпались, пойдем, нас 4, туалет 1, ехать. И вот получается 1,5-2 часа мы сунавут, агибыт. И едем, допустим, куда едем? Музей, допустим, поехали в музей Toyota. Я начинаю продумываю сценарий влога примерно заранее уже, как должен быть. Говорю, ребята, давайте сейчас будем снимать начало. Вы говорите, всем привет, новый влог, едем туда, все. Они говорят, потом делаю подсъемы, снимаю Японию, красивые места снимаю. Могу пойти там отдельно без них подсъемы сделать тоже. Потом, моя задача была сделать влог интересным и логичным. Вот это была самая главная задача. Чтобы найти конец, начало, и что они должны здесь добавить, что тут не хватает. Вот так было. Везде так. Каждый день вот так было. Вкратце так. А во Владивосток сколько раз летал? Уже много раз, да? Честно, я уже забыл. Штук 6, может быть, уже за 1 год. Во Владивостоке там другая задача, например. Там уже не влоги. Там уже обзор тачек. Вот это классно. А там снимаете обзоры только? Да, там только... А еще кроме влогов и обзоров, что снимаете? Рилсы, экспертные ДКХ, пару штук сняли. Сняли подкаст. И пока все. Скоро должны снять, шоу-контент, Возможно. Надеюсь на это. Посмотрим. Посмотрим. Желаю удачи. Махтвитет. А с таким графиком ты можешь монтировать без вдохновения? По-любому же там вдохновение не всегда у тебя есть. Ну да. И как ты это делаешь? Блин, хороший вопрос, кстати. Очень хороший вопрос. Над этим я сам даже не задумывался, ДКХ. Через силу монтируешь? Через силу ДКХ, ага. Ну и если я был в Японии, там вдохновение было везде ДКХ. Везде было. А в других местах, да, надо искать, надо сесть, подумать, допустим. Да, даже вот сейчас обзоры мы делаем уже с сюжетом начала, допустим, 1,5 минуты, с каким-то комедийным сюжетом, может, делаем. Даже это монтировать, нужно время нужно. Хороший вопрос. Музыку заранее находишь? Нет. Там в поездке тоже. В поездке? Epidemic Sound в помощь, ребята. Это для влогов, если что. Машина. Ага. Вопрос хороший, ответ будет неточный. А кто тебя вдохновляет? Чьи работы тебе нравятся? В последнее время я вообще ни за кем не слежу, кстати. Вот когда-то да. Вот сейчас вообще нет. Рилсы, Инстаграм. Когда-то? Когда начинал свой путь, я знал только одного чувака. Он снимал свадьбу моей сестры, Наумов был. Я посмотрел его работу и такой, ты что за уровень? Кеша Наумов, такой, хорошо снимает. Стиль такой хороший был, цвет хороший был в то время. И потом такой пишу видеографы Якутска. И там Diamonds, ты, Media Lab. Там тоже брал некоторые моменты, а в основном, да. Еще была идея у меня в то время
не копировать местных. Сразу уже было такое. Я начал искать тайванских искал видеографов. Тайванских? Тайванских. Там есть видео? Малазийских. Я до сих пор их смотрю, и у них беру референсы. У них подача интересная. У них крупный план очень хороший. У них детали очень хорошие. Размытость, вот эта вот нежность, вот это другие ракурсы у них интересны. Вот у них взял идею Дикая. Вот у местных не брал. Вот, все. А так вдохновляет жизнь. Ты летал в Москву на мастер-класс в этом году. Какие плоды ты извлек оттуда? Это первый твой МК, который ты посетил? Вообще, в жизни мой первый МК ДКХ. Я никогда не был на МК, в мастер-классах ДКХ. Извлек урок маленький, но нужный ДКХ. Какой? Надо подходить к этому очень серьезно. Надо снимать очень хорошо. И все. А у кого ты на МК это был? У Олега Леднева был. Ну, самый большой такой опыт был, это снимать, да, правильно. У них прям такая была, бзик был на правильность, типа правила третей, правила композиции, там, логичность кадров, ну и выкручиваться в нестандартных ситуациях, узнал. Но сам ты обучаешь детей? Да, я обучал с прошлого года. 2 года? Нет. Ты же говорил 2 года. Нет. Нет? Нет. С прошлого года? Да, с прошлого года, с осени. Обучал детей, но обучать детей это очень сложно, оказывается. Почему? Я же приходил вместо тебя иногда и вроде нормально. Ну, знаешь, допустим, обучать тех людей, которые прям заряжены, есть какой-то базовый навык, это да, это хорошо. А когда у детей, когда они ничего не понимают в этом, очень трудно. Их привлечь к этому. Они не любят теорию. Да, я пришел такой первый. Здравствуйте, ребята. ISO – это, диафрагма – это. Вот перед вами программа Adobe Premiere. Они такие, чё? Они такие. Я понял. Короче, ребят, в этом уроке я вам привез Кока-Колу, Димба. Кока-Кола! Сегодня снимаем Кока-Колу, Нимола. Такие, Кока-Кола. Потом в конце мы будем пить Кока-Колу. Ура! Сняли мини-рекламу Кока-Колы, секунд на 20. Типа крупным планом, там, динамичные кадры сделали, музыку динамично сделали, они всем в восторге, все. Я понял, какой нужен им подход. Вот такой. А в следующем году будешь обучать? Нет. Точно? Нет. Реально тут не хочу. Я буду обучать тех людей, которые готовы. И, наверное, даже только 1, либо 2 максимум. Толпу учить очень сложно, ведь так. Энергия нужна. С кем из фотографов ты чаще всего работаешь на свадьбах? Во! Раньше было Вов, Макса, Сунтар. Да, раньше был Вов сейчас постоянно. Сейчас ты их покинул. Сейчас вообще все как будто, типа, бирба, ну, типа, в месяц. Не, такого нет тогда. Реально. Я тоже об этом думал, кстати. С кем я постоянно работаю? Такого нет. Постоянно, типа, 3-4 раза так работаю. Тюген постоянно, Пермяк был. Вов, что-то мало осталось им. Сунтарова вообще давно не видел. Что, видел? Кимбара, ты сейчас забуду, потом скажешь, я же был Дихтера. Да я не знаю, уже я забыл. Джудуит, кстати. Много раз было в прошлом году. По-моему. Все, пока. Уранха 1 раз. А с кем тебе из фотографов неудобно работать на свадьбе? Вот, не, совсем удобно Дихтера меха. Вот когда есть, типа, просто баллар, и все как бы, да? Это новички. И были такие фотографы, как Каханар Баллара, я забыл уже имена их, по-моему, которые одевались в Гуччи, ремни там, офф-файт, в шортиках приходили, короче. Вот с ними было неудобно. Просто неудобно это. И все, как бы, со всеми я вот, связь с барами, со всеми удобно. А кто, на твой взгляд, лучший фотограф города? Трудно, я не слежу за этим дикаями. Но мне нравится стиль, Пермяка нравится. Когда я с ним работаю, его стиль мне очень нравится. Как он ставит, и за ним тоже копирую. С другими так редко бывает. Вот. А из видео? Нету. Трудно. Потому что я тоже самое говорил, что я не слежу за нашими.
Но, не знаю, раньше был Наумов был. Реально, мне нравится его стиль и репортаж тоже был, да? Нету. А переоцененные есть, на твой взгляд? Амара Микаэли. Шучу. Переоцененную. Ну, я не знаком с Media Lab. Интересно, вот. Мне постоянно говорят, типа, они топчики для на Раме. Они жестко работают. Наушники, их трое. Мне вот интересно с ними поработать один день. Узнать, стоят ли они того, или Хмара. Все. Стоит ли своих Ну, это денег? не в обиду, мне просто интересно. Мне хочется узнать, как они работают. Я вот с тобой знаю, с Баско знаю, как он работает. Мы-то за свои цены отвечаем? Ну, он говорит, да, вот. А работаешь ли ты с организатором? Или без них тебе легче? Я работаю, да, с организаторами. Так легче будет. Добавлю еще, что организаторы нужны на свадьбах. Я вот посмотрел подкаст Пермякова, вон там нужно очень. Вот думайте... Я согласен. Думайте, типа, давай сейчас Аймахи, там, тетка моя, сестренка там, Эджи, Хаева сделает там. Это не то, ребят, не то. Вам нужен профессионал этого дела. Советую всем брать организаторов, хоть координаторов берите, ребят. Будет легче. Согласен полностью. Первая задача свадьбы – это праздник и отдых, ребят. Запомните. Как считаешь, что сложнее, фото или видео? Видео. Обоснуй. Однозначно. Ну, Корбо, берем, допустим, свадьбу, да? Фотограф что делает? Подошел, снял пару раз, один же ракурс снял пару раз, с другого ракурса снял пару раз, снял, пришел домой, загрузил, открывает, загружает, смотрит и редактирует под музыку. Вот как Вася говорил, под музыку. Пример Сунтаров, он так делал, у него монитор есть 2 штуки. Он фильм смотрит, аниме смотрит, там так, ого, потом опять переходит на Lightroom, вот так. Кайф. Ну, Почему если нет? ты нафоткал 10 тысяч фотографий, а потом оттуда выбирать 3000. Ну, это да, кто как снимает. Например, Или 2000, я знаю, вот Тюган, он как автомат-пулемет, он снимает же. Ла-л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 а. Ла-ла-ла-ла-ла. Он вот так снимает. А кто-то так, раз. Удаляет, джудит, по-моему, как я помню, такое типа. Ну, смотри, у нас-то, у видеографов задача что? Снял кадры, которые не должны повторяться. Ну, как я так понимаю. То есть я снялся с этого ракурса, все, хватит. Такого больше не должно быть. Потом мы приходим, выгружаем, у нас больше памяти, то есть больше этих SD-карточек. У нас больше оборудований, тяжелее. Ты же, смотри, у нас сумки большие, чем у них. Да. У нас Mac, ну, то есть ноутбук, камера, стаб, микрофоны, петлички, рукоятки, рекордеры, что там еще у нас, штативы, линзы еще. Пришли, короче, домой, загрузили, выгрузили, поиск музыки. Это вообще проблема же, Баска. Есть же такое, да? Поиск музыки самое трудное. Да. Мы еще как-то с Микой еще было такое. Мика, отправь мне музыку. Ты тоже мне отправь музыку. Ты же такой. Вот. Самое сложное – это поиск музыки. И как раз вот Баска тоже говорил, что этим же материалом мы можем делать вообще разные вещи. То есть, когда мы делаем монтаж, мы можем делать классику. Или же можем делать, может начать с конца, может начать там типа как-то вот так. То есть это у нас свободная, то, в чем говорю, свободная фантазия. Как будет правильно? Фантазный, нет. Свободный. Короче, вы поняли. Ну, да. Типа такого. А если вот так вот нам можно выкрутиться, а им не сложнее выкрутиться? У них же фото. Пример. Я снимал, кстати, пару раз юбилей снимал позапрошлом году, когда была пандемия. Фото? Фото? Угу. 3 юбилея, по-моему, снимал. Вообще легко. Вспышка, паш. Ну, конечно, да, почему нет. Снял, домой приехал и редактирую. Ну, как бы нормально. Я понимаю, в цвете сделал пару штук, цветокорно сделал, и как бы легко. А клиент доволен был? Клиенты были довольны. Ну, юбилей-то он как бы не тяжелый тоже сам по себе. Свадьбу я не снимал на фото. Ну, я понял, что он реально намного легче, чем видео. Значит, ты можешь снять Что могу снять? свадьбу. Не буду я ничего не делать. Ну, фото же, ну, как бы это не в обиду, но он скучнее дикая. Это же один кадр, не двигающийся кадр дикая. Зато снять хороший кадр, это очень трудно. Дикая. То есть мандагами. Согласен.
Ты выставляешь мало свадебных роликов в запрещенной социальной сети. Почему? Это, да, проблема, Миха. Ну, моя проблема. Потому что Где смотреть твои работы? даже, блин, сложно. Понимаешь, мои работы, они такие... Для меня, они как будто однообразные, Мгм. кем-то, ну, кому-то кажется, что нет дилера. Ну, для меня это... У меня есть какой-то барьер, что каждая моя работа, она сделана на 70%, я такой думаю. И ты заливаешь, который 100% ты Нет, считаешь, что нет, ли? я заливаю, что нужно, просто нужно. Ну, Айхан, давай, ну, пожалуйста, Мгм. загрузи, ну, пожалуйста, ну, просто надо показать, что ты умеешь снимать свадьбу тему. Мгм. А этот барьер, канды подмин. Помню, я такой, надо, по идее, хорошая свадьба, красивая свадьба. Такой думаю, ну, это же уже было. Вон те ракурсы я снимал на той свадьбе. Мгм. Этот прием я использовал на той свадьбе. И этот барьер меня не пускает, чтобы выгрузить видео в Инстаграм. А самурайский ты залил или нет? Самурайский? Да. Ролик свадебный. Не. Не Видишь? залил. Видишь? Ну, Вообще нету такого. А работа у меня вообще дофига же, по идее. ты когда-нибудь терял свадебный материал? Ага. Подожди, не терял? Вот, смотри, вот такие были моменты. Не терял дехкайп. Были ошибки. Были такие моменты, что в то время у меня карта была плохая. Я об этом не знал, оказывается. Снимал, и момент торжества просто нету его. Есть название файла и 0 байтов. То есть вообще типа снял, и как бы не сохранилось символ РТ. Были моменты с ЗАГСом, что я не нажал рек красный. Такой был момент. Ну, это сейчас смешно. В то время было вообще было не до смеха. Ну, Я конечно. проебал ДКФ момент самого важного части в их жизни ДКФ. И как решили вопрос? Благо, в тот день была моя жена, кстати, она контент-мейкер. Мгм. Она снимала полностью, но частями снимала. Ага. Мы сделали зато им, типа, нарезка с ЗАГСа сделали ДКФ. Ну. Это Вдвоем мне помогло. снимали. Мгм. О, повезло, круто. Вообще повезло. А так бывают недовольные клиенты? Конечно, бывает. И как... Ну, немного, редко бывает. Ну, просто понимаешь, Например? у фотографов есть хорошие отзывы постоянно. Они отправляют фотографии, они смотрят и сразу, о, красиво, а у нас почему-то не так. Мы отдаем их, типа, только во время СДР нам оставляют отзывы. Типа, Айхан, спасибо, прям шикарно СДР было вчера. нужны ли тебе эти отзывы? Конечно, Да? конечно. Мотивирует? Жестко мотивирует. Но когда я вот начинал, были очень много отзывов. Типа, о, классно, да ты вообще, оказывается, вот начал месяца 2 назад, и у тебя такие работы хорошие. Меня жестко мотивировало. Кайфуешь? Мгм. И меня мотивировало вот то, как раз вы писали, пускай Айхан поднимет прайс. Это уже... Я что, почти на их уровне, что ли? Думал, конечно. Но нет, бывает. Вот. Ну, да, вот отзывы очень важны, и надо побольше. А как ты реагируешь на критику в свой адрес? Хорошо. Нормально. Воспринимаю, Воспринимаешь, да? Мне это иногда даже нужно. Мотивирует, да? Аргар агара типа, походу я еще нормально снимаю, я такой думаю. А когда вот типа критика, говорят, ну да, это походу не хотибет и не хаивин, короче. Ты каждый год обещаешь, что порвешь меня. Когда это ждать? Хорош. Ой, хорош. Дорогие зрители, вы, наверное, не знаете, что Амаре, он сейчас уже топовый. С прошлого года он топовый видеограф в Якутске. У него самое большое количество заказов. А в этом году, как будет, интересно, посмотрим. Но я же все, я уже свадебное видео немножко так уже на второй план забросил. Ну, уже все уже, никогда не порву. Ты порвал меня. Ты платишь жене за съемки свадьбы? Ну, был момент же, что она, типа, мне, да, снимала же банкета, Мгм. Ну, типа, да, Платишь? местами. Мгм. Семейный бюджет, почему? Ты А что? за монтаж видео? Она, кстати, монтировала, я забыл про это, кстати, вообще. Она говорила. Ага. Вот, она монтировала мне ролики свадебные, когда я вообще не мог монтировать. У меня было состояние вообще овоща, лежал, ничего не хотел делать, и она монтировала. Спасибо ей. И, по-моему, нет. Вот.
Она же у тебя вилсмейкер. Мгм. Вы же обсуждаете там концепции съемок или что-то такое? Да. Ага, постоянно, А да. по вечерам дома монтируете так вообще? Да. У вас есть свободное время типа такого? Кстати, ну, есть, конечно, но... Или дома там кто-то в телефоне монтирует, кто-то... Ага. Я ей купил... я купил iPhone Pro Max 15, да? Терабайт, по-моему. И купил ей MacBook. Хороший муж, походу, я шучу. Вот. У нас бывают такие моменты, что мы по вечерам, да, все сидим, монтируем. Даже наша дочь. А дочка тоже? Да, ну, типа, ТикТок, лайки, она снимает, в лайки постоянно сидит, да? снимает, да. И, типа, тоже монтирует. И моменты, я смотрю такой, я монтирую там свадьбу, да, либо рекламу. Жена там что-то делает, и доченька тоже. ТикТок, капкат и так далее тоже. Семья монтажеров, операторов. Да, мы делаем постоянно, вот, типа, она подходит ко мне, спрашивает, как снять, может так, вот так, даю совет постоянно, вот так, может, вот цвет контровый, вот так, а ты вот так тогда должна снимать. У нас общий микрофон, вот петличка DJI мик. Вот, у нас общий штатив, DJI. Да и все, как бы. Вкратце так, да, мы семья видеографов. Ну, ты еще дочку снимаешь, там видосы всякие разные, прикольные. Да, вообще классно. Вот я с дочкой вообще люблю работать. Она прям каждое, что я хочу, она делает. То есть делает такую эмоцию. Типа, тебе страшно, она типа показывает свой страх. Тебе смешно, радостно. Ну вот, а Минька, она вообще молодец. Думаю, у нее какой-то потенциал, если чуйка у меня есть на нее. А ты хочешь, чтобы она видеографом стала? Нет. Не, ни в коем случае. Она... Актрисой? Не. Типа, может, каким-то продюсером хорошим, может, и режиссером. Ну, она... Круто. Да, какой-то такой есть у нее. А так у вас вообще свободное время есть? Свободное время, да, есть, Дома. конечно. По вечерам только. Не монтируете вечер? Не. Ты же сказал только, что монтируете. В то время, это было полгода назад, когда вообще офиса у нас не было. Вот. Сейчас я работаю только в офисе, а дома только отдыхаю. Офис IU Studio? IU студия? Ты состоишь там? Сейчас уже нет. Меня выгнали. Да? Кто выгнал? Жека выгнал? Я уже ушел, как бы сказать. Ну, такие вот причины, что уже автомане, пора с ними полностью 100% работать. То есть быть в команде. А, ты в автомане сейчас? Да, уже там полностью работаю. То есть я должен быть вовлечен в дела их. А в IU какой у вас состав был? Там? Состав? Во-первых, в этом... Ой, мы в прошлом году сделали офис хороший, прям шикарный. Сами построили, там второй этаж делали. Ты звал меня на ремонт? Ты не пришел, гад. Вот Баска пришел, помог, да. Вот с Серчменом мы все сделали сами. Состав был такой, что мы были только вдвоем. Еще мужик был, у нас третий вот видеограф. Потом подъехал Роберт, потом Жек Уранхай. И как бы я уже все, ребят, ну типа, мне пора дальше. Не буду брал. И сейчас место свободно. Место свободно, ты можешь пойти к ним. Этот подкаст монтировать. Ты веселый такой парень, шутишь много. А сколько лет ты выступал в КВН? В каком году? Команда называлась КВН, команда Улаттар, ага. КВН вообще я обожал с детства. Я очень хотел попасть на сцену. Я чувствовал, что надо мне делать. И я учился в Туве, кстати, с 7 по 11 учился в Туве, город Чадан. И село Сукпак тоже учился. Ты тувинец? Полутувинец. Мама тувинка, папа саха. Вот. Я там жил с 6 по 11 год. И до этого момента я не выступал нигде. Я мечтал просто. Не было момента. И там, короче, в один день сказали, типа, завтра будет конкурс. Каких-то не помню. И давайте сделаем так. Мы сделаем сценку одну. Давай, Ихан, сделай это дело. Я только показываю. Они такие, ну ты неплохо. И на завтра показали сценку, мы выиграли, типа, я почувствовал такую гордость за себя, что ли, либо чуйка была, типа, не чуйка, а чувство было, что я могу еще так сделать. И я начал смотреть КВН, всякие вот смешные проекты. Приехал в Якутск, познакомился с ребятами, с Бориславом познакомился. Это КВН команда Уолтер, да? Нет. В то время еще не был Уолтер. В то время был проект ША-13, школа актива. Там познакомились вот как раз я, Борислав, Кишпан, да? И такие, давай, а что, скоро будет КВН, давай попробуем свои силы. И все, как бы пошло-поехало.
Пам-пам-пам-пам-пам, все это сделали. Нарисовки, там, визитку поставили, показали, заняли первое место. О, потенциал есть, дальше больше. И сколько лет так выступали? 3 года. 3 года. А потом... Ну, я-то 3 года, а они-то больше еще. А, Потом я забросил. а потом вы стали вайнерами уже, фрики, джокс, да? Ага, ага. И какой там состав? Вообще, что Тот это же такое? состав. Мгм. Такой же состав был. А это та же команда перешла туда? Да, это же мы просто. Был момент такой, что мы, типа, КВН все равно же будет пауза между типа, этим тоже сезонами, да? И в один момент я такой смотрю в Инстаграме, и казахи у меня постоянно выходили. Всякие вайны, вот Джок Эссас были в то время, Юфрейм был, Квикс был, Эльдана Форайс, по-моему, была, да? О, нифига, у меня акцент хороший. Форайс. Вот, смотрю такой, почему бы и нет? Почему у нас такого нет? Юмор-то у нас похожий с ними. Такой, давай, пацаны, что, может, такое сделаем? Ты сделал идею. Да, я такой дал идею в группу. Давайте завтра встретимся, снимем такое, и все, короче. А кто снимал? Я снимал. Ты же говорил, что ты не умел снимать А что, раньше. я снимал? На что? Телефон, Это в каком году? 15-й год. Так ты же сказал, в 19-м ты начал снимать. Это было профессионально, ISO, а в то время телефон-то как бы не А, профессионально. вы на телефон Да, снимали? iPhone 5s обычный. Я Вот. думал, на камеру вы Нет, снимали. конечно. Ну, И вот мы встретились в один вечер, сняли 3 вайна. В тот момент были... Да, ага, 3 вайна было. Сняли. 2 загрузили сразу. Репост, не репост, все сделали. И пошли в кино. И такой сижу, такой, что-то мне тут горячо в кармане. Еман, что такое? Тагарон, там, комментарии, лайки, жестко ваши, уведомления, пам-пам-пам-пам-пам. Телефон весь горячий, такой, сразу выключил. Что за фигня? Кино закончилось, вышли, я такой смотрю, уже 1000 подписчиков. В то время за один день 1000 подписчиков, это было вообще нонсенс. Был дикая. И вот, пошло-поехало, нас начали узнавать сразу со 2-го дня, дикая, после первого вайна. Прикольно. Круто, круто. Ну, А всё. что значит название? Фрики Джокс? Да, Джокс, шутки, фрики. это фрики, да? Фрики, типа, наркоманские, неуместные шутки, день тема, короче. Ну вот. Я просто далек от темы вайнов, я особо не разбираюсь. Ну, не смотрел особо Кстати, вайнов. вот Вайна, возможно, дали толчок тихо тоже на видео. Ну Тоже да. качественно Творчество. снимали. Творчество. Монтажу. Давай. КВН тоже. Да? А почему перестали снимать? Снимали мы уже... Перестали снимать уже на 2-й год, по-моему, как я помню. Ну, творческий кризис. Кто-то уже стал работником, кто-то окончил учебу, по-моему, было. Я семейный был, кто-то семейный был. И идей уже не было. Тоже, как сказать, одно и то же снимаем, нету идей, нету этого. Самый главный был для меня был Тохчакаевый, чтобы... Я тоже ушел где-то. Тоже ушел, да? Ага, заранее. Ну, типа, это работаем, потому что заработка не было. Я чувствовал, по идее, что мы можем... рекламы... Ну, мы снимали, ну, рекламу... Нет, имеется в виду, заработка на рекламах не было. Было, ну, мало было. А вас много? Нас много. Нас дофига было же, 6, по-моему, 7 было. Одна реклама 10 тысяч, 15 тысяч, ну, смотри, каждому по 1000 рублей, по 2000, это же как-то не очень. Вот, и тем более я еще монтирую. Вот, и я чувствовал в тот момент, что нужно двигаться дальше, надо что-то сделать, открыть тоже, типа, бургерную думал открыть, типа, ну, не было инвесторов. Потенциал был в тот момент был вообще бешеный был на старт, как в чем-нибудь. А ты думал стать ведущим? Вот твои друзья Борислав... Я же был ведущим, ты чего? Да? Я был ведущим в этих корпоративах, я 2 или 3 свадьбы вел уже. Серьезно? Что ли? Ты что, как? Не в кайф. Не в кайф. А людям в кайф? Я не знаю, даже не помню. Отзывов не было. Это в каком году? Ну, 15-16 год ведущий был на свадьбах. Ничего Ну, прикольно было. Эй, привет, туда-сюда. Сейчас будут игры. Чара, доктор, Барбиге и не погружай. Ну, я кайф от этого не получал. Но деньги были хорошие в то время. 10 тысяч, 15 тысяч, да, неплохо. Ну, вообще кайф не получал. Тоже забросил. Ну, мне нравится просто работать, когда в кайф реально. Вот видео, вот, кайф. Ты ловишь кайф. Вообще кайф ловлю. А тогда следующий вопрос. Тарас или Борислав? Борислав. Это раз простых балса. Раз простых. Братишка. Ой. Братишка. Ты сказал, что жил в Тыве. Ага. Кто ты по национальности? Я метис. Мама тувинка, папа саха. Родился в Якутске. Учился до 6 здесь. И переехал туда,
с 7 по 11 закончил и переехал сюда. Зато я выучил язык, культуру, традицию. Ты знаешь тувинский? Конечно, знаю. Скажи, что ты меня порвешь на тувинском. Мен сегодня чербыты шапермен. Свадебный сезон, да. Вот так, как-то так. Круто, круто. Ага. А ты? Какой национальности, скажи-ка нам. Я наполовину эфиоп, наполовину саха. Тоже метис, получается? Ну. А я по гугле читал, это самбо вроде получается. Что? Так называется. Самбр? Самбо. Самбо? Да. Да? Да. Не знал. Попробуй погуглить. В комментах, кто знает, точно скажите. Я вот гуглил, так получается. Если половина эфиопа, половина саха. Мы аймахи, кстати, вот в Самаре. Далекие наши корни через Туву, через Африку, вот это все соединились. И как бы, да. Да, это мы узнали в прошлом году, кстати. Да? Да. Вообще жестко, да. Был в шоке. Нехай. Что у меня есть аймах из Эфиопии. Что у меня есть аймах из Тувы. А ты носишь нож? Это типа тохта, типа шаблонский, да. Если ты тувинец, у тебя нож должен быть, да. Ну, всегда же так говорят. Ну, честно скажу, сейчас нет. В прошлом году 3 ножика было у меня в машине. А, мне кто-то говорил, винокуров, что ли? Неудобно стало как-то. Чем ты еще занимаешься, кроме видео? О, интересный вопрос. Ничем. Ты ничем не занимаешься, но жена у тебя рилсмейкер, ты видеограф, у вас много заказов. И сколько вы зарабатываете? Наверное, очень много. Наверное, очень много. Потому что у тебя есть 3 машины или 4. Так, ты что? Зарабатываем хорошо, но всегда не хватает. Вот так вот скажу. Не хочу пока говорить об этом. Ты раньше снимал бесплатно свадьбу, Да. говорил, да? А сейчас снимаешь ли ты Как это что-то понять? бесплатно? Раньше это были мои первые съемки. Как будто я целый год снимался бесплатно, сказал ты. А сейчас ты что-нибудь снимаешь бесплатно? Бесплатно? О, я хотел бы, да. Я раньше снимал, как и там, творческие съемки Творческие, называл, да. Было прикольно, когда вот прям по твоим хотелкам все это снимается. Сейчас, к сожалению, он плохо. Вообще нет. Вообще пропало. Да и желания нету. Вот Почему-то. следующую съемку как раз это творческая получается. Ты же мне помогаешь? Да. Ну, Это творческое. Это же не творчество, ты просто помощь другу и все. Ну, бесплатно получится. Возможно. Самый дорогой заказ, который ты брал? Ого. О. Япония? Да, Япония, а? Вот Япония. Но не скажешь сколько. Да, и мало было. По сравнению со свадьбами. На свадьбе можно заработать на один, то есть за один день без монтажа. 75, да, получается. А в то время было 130 было, по-моему, за 3 недели. Ну и плюс как бы проживание, перелет, еда. Ну, тебе оплачивали же это. Да, все оплачивали. Ага. Кем ты работал? Я? Да, до видеографа. Ты перечислил некоторые. И образование, вот расскажи о себе. Образование даже не доучился. В АГАТУ ты не доучился? Пошел. Я в АГАТУ работал. А, ты работал в Ага. АГАТУ? Кем? Медиапродакшн, А, такого. там Фото, видео. медиастудия есть. Да. А в каком году? Вот недавно, в 2020 году, 2021 что такое было. Мгм. Я забросил учебу. Нафиг тебе. Ну, конечно, не нафиг, хвосты были. Где учился? Экономист, ФИИ, СВФУ. Мгм. Вот, забросил. Честно скажу, вот с детства мне говорили: Айхан, ты должен быть банкиром. Нет, у меня было тут запрограммировано было. Прям с детства. Я думал, что есть такое, то есть думал, что есть одно обучение, это финансист, думал. Другого нет, технологии. Прикинь, до 11 класса. Вот таким я был. Вот, я перешел в ФИИ и сижу и обучаюсь, и это вообще не мое. Такой нудятина на этом вообще реально. Вообще вот офисная работа, это не мое. Ведь. Это бумаги и все, канцелярия, это не мое. Она меня жестко давит. Даже вот цвет обычный у них. Жестко белые стены особенно. Поэтому я забросил. Ну, не специально. Просто не мог доучиться. Был тупеньким. Вот. Потом я работал везде. Реально вот официантом, барменом, баристой, поваром. А до свадьбы, до свадебного сезона, поваром был.
Даже поваром? Делал бутерброды, каши для этих. Вот Яхая. Очередника состоит, да? По-моему, да. Кстати, да. И случайно вот, когда вот ремонтировал КамАЗ, вот как раз и понял, что есть такая сфера услуг. Круто. Хорошая штука. В чем твоя уникальность? Почему заказчик должен выбирать именно тебя? Айхана Павлова. Очень хороший вопрос, Яхая. Тоже об этом узнал недавно, Яхая. Грубо говоря, 1,5 года назад я ведь, оказывается, так думают что меня берут не за то, что я хорошо снимаю. Ну, это тоже есть, а оказывается, я делаю атмосферу индиктора. Что я делаю атмосферу, что я очень легок на знакомство с новыми людьми. И типа, ну так, типа, какая-то аура бар-директора. Прикинь, мне звонили. Алло, здравствуйте, Айхан, да? Да, это я. У вас дата 12 июля свободная? Я такой, не, забита. Ай, жалко. А у вас есть такой друг, как вы, Индир-то? Как я, Индир? Ну, как вы, такой веселый, такой, ну, маннык Индир-то. О, спасибо, Димба. Ну, я не знаю, Димба. Вот, я вам направлю номера и так далее. И кто-то из них окажется веселым. Я не знаю. Ну, сам по себе такой человек, что очень общительный. Мне нравится общаться, вот так туда-сюда. Вот как мы сидим сейчас, вот, мне вот прикольно в кайф тоже рассказывать. Хорошо, Айхан, получилось интересно. Спасибо, Наверное. что пришел. Ага. Так, я сейчас еще останусь. Все. Круто получилось. Давай, Махтадушка. Давай.